Оптово-продовольственный и распределительный центр позволит в этих помещениях хранить более 5000 тонн продукции. Реализовывать ее будут по цене ниже рыночной. Здесь, на этой территории, будут традиционно проходить сельскохозяйственные ярмарки. Всего построено 25 современных боксов. Здесь практически полностью завершен ремонт. Осталось оборудовать складские помещения и создать условия, которые при оптимальной температуре позволят хранить любую продукцию – от мясной и молочной до овощей и фруктов. Объект станет настоящим центром продовольственной безопасности республики. Уже заключены межрегиональные контракты на поставки. Представить здесь продукцию и наши местные сельхозпроизводители. Здесь будут эти стеллажи, оборудование, холодильник. Вот это вот холодильное помещение. Где-то 500 тонн у нас будет холодильное помещение, а остальные будут складские помещения. Будет, значит, все овощи, фрукты, продукты по низким ценам, по оптовым ценам. И будет распределяться по всем магазинам, по всем торговым точкам. Строительство оптово-продовольственного распределительного центра начато в Икажеве в прошлом году по поручению главы республики. Махмуд Али Калиматов распорядился в каждом районе создать такие центры, где будет представлен товар по цене ниже рыночной. Инвестор Магомед Муталиев вложил в объект личные средства и начал реализацию проекта. В планах также построить овощехранилище с возможностью хранения до 3000 тонн продукции. Мы начали с нуля, полностью с нуля начали. Была только земля, и мы начали все с нуля. И сами построили вот этот объект. Где-то, наверное, здесь вложено, где-то примерно, сейчас точно мы не можем посчитать, где-то 120-150 миллионов. В республике ему объект яцер, так он мехдался поручение, что кажется, в районе, хотя бы халит езерчан. Первый объект диск уже процентов хаяянир, почти что да уже холодов да уже дидак дечи ходак уже хададиан он отдесар хадак да. Специально для хранения продукции, которая будет представлена на сельскохозяйственных ярмарках, оборудуют склад. Вот это вот самый большой склад, это для приезжих, кто будут приезжать на ярмарки, для иногородних. Здесь удобная парковка, подъезд очень удобный. И поэтому здесь будет, вот внутри будут как ярмарка, а здесь будут складские помещения. Для приезжих откроют 25 гостиничных номеров со всеми необходимыми для временного проживания условиями. По плану социально-экономического развития Ингушетии до конца 2030 года во всех районах республики появятся такие современные центры. Лина Цычоева, Адам Далаков, Новости 24.